Задолженность за потребление электроэнергии проверяют в ходе проводимых рейдов. Один из них прошел сегодня в селении Али-Юрт. Жители села задолжали компании 43 миллиона рублей. За день погасили 70 тысяч. Репортаж Зелимхана Калоева. У тебя 24 тысячи долларов. 15 тысяч – это не 24. Если должники не идут платить по счетам, энергетики заявляются сами. Вынужденной мерой, за которой приходится наведываться в каждый дом. Те люди, у которых большие задолженности, как правило, не выходят. Другие закрывают двери и открывать не спешат. Но это пройденная тема. Энергетиков сопровождает специальная машина, с помощью которой будут отключать от сети. Специалисты разъясняют, платить нужно исправно и в срок. Это просроченный акштес. То есть задолженность – это просроченная. Но помимо этого у нас есть регламент работы. Суд подать. Сейчас мы обязаны подать в суд, во-первых. Второе, мы обязаны вас отключить, если нет оплаты. Частичная оплата это не освобождает от ответственности. То есть полный хализ оплаты. 30 дней просроченный дебиторство должен сколько оплатить еще. Судит отключить. Возможность оплатить есть у каждого. У специалистов с собой кассовые аппараты. Люди хоть и частично, но погашают свои долги. Только на одной улице Дзейтова жители задолжали более 1,5 миллиона рублей. Энергетики вошли в положение бабушки, но тем не менее отметили, что тянуть с долгами не получится. За 9 месяцев этого года в одной из самых сложных для региона групп потребителей населения все же есть улучшение на 19%. Тем не менее остаются участки, которые продолжают демонстрировать стабильно низкие расчеты. Назрановский район занимает вторую позицию в антирейтинге энергетиков. Суммарная задолженность здесь превышает 697 миллионов рублей. До кого не получается достучаться, сотрудники пробуют дозвониться. По сведениям по базе нет, старый еще счетчик числится, каскад. Один правильно, миссия замадывать МПЛ, 2700 задолжит, человек задолжит, там счетчик просто необходимо занести. Поэтому в ближайшее время шола счетчики, хахица счетчики, закфи, ашхати яец, акт надо занести. Жителям бесполезно скрываться. Электричество неплательщикам будут отключать. Рейды из-за сложной ситуации с долгами запланированы каждый день, включая вечернее время и выходные. Только в Али-Юрте задолженность составляет почти 44 миллиона рублей. Процент оплаты составляет всего лишь 33%. То есть это очень низкий процент оплаты. И поэтому мы выбираем такие сельские поселения именно по самый низкий процент оплаты. Сегодня у нас здесь работает 3 группы. В каждой группе сопровождает вышка. Вышка нужна для того, чтобы в случае несвоевременной оплаты и также проверка отключенного состояния. У нас на сегодняшний день находится более 40 потребителей, которые находятся в отключенном состоянии из-за задолженности за электроэнергию. То есть мы проверяем состояние этих абонентов. Если они самостоятельно подключились, к ним, соответственно, их повторно ограничивают и составляет акт безоговорного потребления. От платежей в первую очередь зависит качество электроэнергии. Эти средства идут для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры. Напрямую зависит от надежности электроснабжения. То есть электроэнергия мы гарантируем поставщик и цены на оптовом рынке. Соответственно, электроэнергия в виде ремонтных работ, в виде ремонтных программ, Рейд оказался плодотворным. Некоторые потребители частично рассчитались с долгами на сумму более 70 тысяч рублей. С 2 абонентами достигнуто соглашение о заключении договоров реструктуризации задолженности. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.